В Республике Коми дан старт марафону «Мы наследники Великой Победы». О начале ежегодной благотворительной акции объявил глава региона Сергей Гапликов. Он отметил, что участие в этой акции – личное дело каждого. И, цитата, «Я призываю жителей республики поддержать ее». И есть сегодня возможность совместить в этой части очень много хороших, полезных дел. И, конечно, тут и совместная работа и молодежи, и ветеранского движения. Напомним, впервые марафон в нашей республике состоялся в 2010 году. В его рамках оказывается адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда. Принять участие в марафоне могут все желающие, перечислив любую сумму в Республиканский некоммерческий фонд «Победа». Реквизиты на ваших экранах. К слову, наш район – постоянный участник марафона «Мы наследники Великой Победы». Жители Сосногорска никогда не остаются в стороне и принимают активное участие в акции. В 2017 году в фонд марафона «Мы наследники Великой Победы» мы средства не собирали. У нас остались они с 2016 года. Они были потрачены на материальную помощь 106 ветеранам Великой Отечественной войны на различные цели. Это были и ремонты, это были приобретение техники, приобретение лекарств. Отметим, что распределение адресной помощи проводится на основании письменных заявлений, поступающих в районный совет ветеранов. Реквизиты для перечисления средств для ветеранов Сосногорского района на ваших экранах. Зима в этом году в наших краях выдалась снежная и уходить, судя по всему, не торопится. На дворе уже апрель, а сугробы все еще пугают граждан своими внушительными размерами. Но как бы то ни было, весна все-таки на подходе, а вместе с ней и бурное таяние зимних запасов. По прогнозам синоптиков, потепление в этом году начнется в Коми в конце апреля. Положительной среднесуточная температура станет только в третьей декаде месяца. Это позже многолетних сроков на 2 недели для юга и на 5-7 дней для центра и севера региона. Пусть позже, но потепление все-таки наступит, а это значит, начнется период половодья. Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Сосногорского района, муниципалитет к паводку готов. С целью проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Сосногорск утвержден план мероприятий по подготовке к весеннему половодью на территории нашего района. В зону возможного подтопления в период весеннего половодья у нас попадают это береговая насосная станция Сосногорская ТЭЦ, 3 населенных пункта, это такие как поселок Керки, село Устюхта и деревня Пожня. Все жители подтапливаемых населенных пунктов будут заранее проинформированы об эвакуационных мероприятиях во время весеннего половодья. Определены и подготовлены пункты временного размещения на случай эвакуации культурных и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Проработан план мероприятий и для так называемых нижних деревень. У нас создан материальный запас продовольствия и товаров первой необходимости, медикаментов на такие населенные пункты, которые у нас будут отрезаться весенним половодьем вообще. К ним относятся это деревня Аким, деревня Винла и деревня Порожск. Уточнен состав сил и средств, которые будут привлекаться на ликвидацию, если будет возможно, ЧС во время весеннего половодья, но он будет привлекаться в случае необходимости. По негативным прогнозам, в период таяния снега уровень воды в реках республики может подняться до 2,5 метров. За этой ситуацией будут следить постоянные и временные гидрологические посты. По словам специалистов управления ГО и ЧС, уровень воды в реках Сосногорского района ожидается в пределах нормы. Уровень ожидается стандартный, не более чем прошлые года, потому что были заранее проведены мероприятия и по чистке реки. И поэтому, в принципе, сильного половодья мы не ждем. Несмотря на это, отмечают специалисты, жители, проживающие в районах, подверженных воздействию паводков, должны заранее предпринимать предупредительные мероприятия по сохранности своего имущества, а также обеспечению собственной безопасности. Важно помнить, что паводок имеет кратковременный характер, однако лучше заранее предпринять все необходимые меры, чтобы пережить его с наименьшим ущербом. В марте этого года детский ансамбль русской народной песни «Молодая канарейка» вновь пополнил свою копилку званий и наград.
После выступления на Всероссийском фестивале «Весенние фантазии» в Вологде коллектив привез домой диплом лауреата первой степени. По словам юных участников, к выступлению они готовились очень тщательно, продумывали все до мелочей, долго репетировали. И тем ценнее оказалась награда. Мы очень переживали и просто волновались так вот. Когда нас еще награждали, мы так волновались, наградят ли нас или нет. Залог успеха любого коллектива – это каждодневный труд и кропотливая работа над каждым номером. Поэтому ни дня без репетиций. Также лауреатами в своих возрастных категориях стали солистки ансамбля Диана Подрядчикова, Лия Скрипникова и Вера Рудова. Вере 9 лет, 4 из которых она занимается в ансамбле. Как признается сама девочка, больше всего у нее лежит душа к народной песне. Да, они такие светлые и очень такие радостные, мне они очень нравятся. А современные песни ты поешь? Бывает. Свою жизнь Вера мечтает связать с песней. А на вопрос, кем ты хочешь стать, отвечает просто. Я хочу стать звездой. В ансамбле Веру привела бабушка. Любовь Михайловна сама очень любит петь. И когда у внучки заметила первые вокальные задатки, решила, пусть ее научат петь хорошо. За время, что Вера занимается в коллективе, она научилась петь практически профессионально, не без гордости, говорит бабушка. И в этом, конечно же, заслуга руководителя Оксаны Сергеевны Кирик. Руководитель у нас очень хороший, Оксана Сергеевна. Она переживает за каждого из нас. Если мы даже бывает, что пропускаем или не ходим, она сразу по телефону нам звонит, что такое случилось, почему не приходите, волнуется. И если даже, допустим, кто-то хочет уйти или как-то она очень за это переживает. Оксана Сергеевна – опытный руководитель, умеющий не только разглядеть в ребенке талант, но, что самое главное, привить настоящую любовь к народному творчеству. Коллектив замечательный, потому что большой опыт, который имеет Оксана Сергеевна, он дает свои результаты. В следующем году коллективу исполняется 20 лет. Это очень весомая дата. И, конечно, нужно сказать о том, что все достижения, все результаты – это совместная деятельность. И мы, как учреждение, гордимся и педагогом, и детьми, и теми результатами, которые они достигают на уровне города, на уровне республики, России. К слову, в Вологду молодая канарейка ездила с собственным музыкальным сопровождением. Нижнеудовский ансамбль народных инструментов «Аллегро», руководит которым Инна Дишковцова, аккомпанировал юным певцам во время выступлений. Вологодские дипломы еще только намечают свои почетные места на стене славы коллектива, а у артистов уже новые планы и новые песни. А это значит, что впереди их ждут новые победы. В Сосногорске стартуют игры в рамках Лиги глухаря. Первые встречи пройдут уже в это воскресенье, 8 апреля, в физкультурно-оздоровительном комплексе. По словам организаторов, этот турнир продлится до конца календарного года. 14 команд из Ухты и Сосногорска будут играть по круговой системе в один тур. По результатам встреч определят 8 сильнейших команд, которые продолжат борьбу в плей-офф уже в декабре. В ближайшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет второй открытый турнир Сосногорского района по шахматам и шашкам. Игры посвящены ветеранам интеллектуального спорта Петру Стульникову и Геннадию Бекаревичу. Записаться на турнир, а также получить всю необходимую информацию можно по телефону в Сосногорске 673 31. Отметим, что в прошлом году турнир собрал около 130 спортсменов из центральных муниципалитетов региона. Играли в 9 туров по швейцарской системе.
Анна Чумовицкая из Сосногорска взяла бронзу чемпионата России по универсальному бою. Он проходил в конце прошлого месяца в Калужской области. В результате успешных боев в своей весовой категории девушка заняла 3-е призовое место. Анна Чумовицкая награждена бронзовой медалью, а также дипломом Министерства спорта Российской Федерации 3-й степени. А вот Владислав Такаев из Сосногорска взял золото республиканского первенства по дзюдо. Оно прошло в Воркуте в конце марта. В результате серии боев в своей весовой категории Владислав Такаев поднялся на высшую ступень пьедестала. С 6 по 8 апреля в Сосногорске в универсальном спортивном комплексе «Метеор» пройдет 2-й тур республиканского фестиваля по мини-футболу среди юношей и девушек 1, 2 и 3, 4 годов рождения. Ранее на паркете «Метеора» проходили встречи в рамках 2 и 3 туров единой детской футбольной лиги Республики Коми. Там наши футболисты 2007 года рождения заняли 2-е место. Спасибо за подаренную жизнь. Именно такое название носит проект молодого гармониста Андрея Чешуина. Он приехал из Кирова в Сосногорск со своим концертом. Проект мы вообще создался так вот на скорую руку. Я приехал в село в дождливую погоду, в дождливый день в Амурской области. Это было 29 апреля в прошлом году. Ну и как любой артист, я переживал по количеству зрителей. И потом мне директор Дома культуры сказала, что у нас есть люди, ветераны войны, но они хотели бы послушать гармошку, это же их конек, но не могут из-за погоды и состояния здоровья. И я возьми и скажи, что а давайте мы к ним домой поедем. И вот так вот я решил ездить прямо по домам, прямо домой приезжать к людям войны, чтобы порадовать их звуками и мелодиями гармошки, пообщаться с ними, песни попеть. Цель всех поездок Андрея – побудить молодежь и не только, уважать и заботиться о людях старшего поколения, а также как можно больше провести встреч с ветеранами, выслушать их, ведь во время беседы они рассказывают о своих военных годах, о детстве в те трудные времена, а кто-то о родителях. Здесь стоял госпиталь, но где братская могила, не там. И когда госпиталь ночью бомбили, их всех кидали, кого куда. Живых и мертвых всех в одну кучу скидывали в окно, потому что госпиталь горел, да. Всего в арсенале у молодого артиста 8 гармошек и 4 баяна, которыми он виртуозно владеет, заставляя зрителя петь и плясать в такт музыки. Еще хочешь себя оправдать, так зачем эту лунную ночь позволяла себя целовать? В этот же день состоялся концерт поющего гармониста в Доме культуры «Горизонт», куда он пригласил всех участников этой встречи.